Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмом Али Рахмон, отбыл в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств, участников Содружества независимых государств. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан Эмом Али Рахмона провожали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намой Андагун Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В этой поездке президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмома Али Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр экономического развития и торговли, генеральный прокурор Республики Таджикистан и другие официальные лица. И сегодня же, 11 октября, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмом Али Рахмон в столице Туркменистана, городе Ашхабаде, в контексте очередного заседания Совета глав государств, участников Содружества независимых государств, встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном. На этой встрече стороны обсудили нынешнюю ситуацию, а также перспективы отношений сотрудничества двух стран. Президент, уважаемый Эмом Али Рахмон, отметил, развитие отношений со странами-участницами СНГ, в том числе и с Молдовой, для Таджикистана считается одним из приоритетных направлений. А между двумя странами существуют широкие, неиспользованные пока возможности для укрепления и расширения этих связей. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе это вопрос об активизации деятельности совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству, инвестирование, поддержка малого и среднего предпринимательства, сельское хозяйство, сфера здравоохранения, а также гуманитарно-культурная сфера. В настоящее время на обсуждении правительств стран находятся 7 межправительственных документов. Стороны выразили заинтересованность в ускорении процесса их подписания. Важными для обоих государств были признаны своевременная реализация программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран до 2021 года. И еще один документ – это соглашение о сотрудничестве в сферах здравоохранения, физической культуры, спорта и культуры. На встрече, так же как другие приоритетные направления сотрудничества, обсуждались вопросы укрепления связей в сфере сельского хозяйства, в том числе это ветеринария, животноводство, растениеводство, пчеловодство, а также вопросы экспорта сухофруктов и меда. Сегодня же основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмом Али Рахмон в столице Туркменистана, городе Ашхабаде, в контексте очередного заседания Совета глав государств, участников Содружества независимых государств, встретился с президентом Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедовым. На встрече был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. В начале встречи глава государства, уважаемый Эмом Али Рахмон, поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с успешным председательством в Содружестве независимых государств. Главы государств признали важную роль межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству для укрепления торгово-экономических отношений и вывода на качественно новый уровень двухсторонней связи. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в выгодных для обеих стран сферах легкой, горной промышленности, сельского хозяйства, в том числе это оборот сельхозпродукции, инвестиционный сектор, улучшение интеграции в транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, культурно-гуманитарной, а также
туристической сферах. Также Министерством иностранных дел двух стран было поручено провести политические консультации для рассмотрения вопросов политики и безопасности. Стороны посчитали необходимым принятие конкретных мер для увеличения объема товарооборота между двумя странами. В ходе встречи стороны провели плодотворную беседу об обеспечении региональной безопасности. Это один из актуальных вопросов, в том числе ситуация в Афганистане, борьба с угрозами и опасностями современного мира, такими как терроризм, экстремизм, религиозный радикализм, контрабанда наркотиков и транснациональные организованные преступления. Было подчеркнуто, что для достижения этих целей важным и своевременным является тесное сотрудничество силовых структур двух стран. В конце встречи главы государств предложили посетить страны друг друга с официальными визитами с целью углубления двусторонних отношений, сотрудничества между государствами. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в столице Туркменистана, городе Ашхабаде, в контексте очередного заседания Совета глав государств, участников Содружества независимых государств, встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития стратегического партнерства и перспективу взаимовыгодного сотрудничества стран. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, с чувством удовлетворения за возможность очередной встречи и беседы подчеркнул: каждая встреча, цитата главы государства, сторон и обсуждение вопросов двухсторонних отношений вносят весомый вклад в укрепление стратегического партнерства. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение по поводу всемерной поддержки инициатив друг друга на международной арене и реализации ранее подписанных соглашений. При этом было подчеркнуто, что нужно укреплять и развивать эти традиции, потому что Таджикистан и Узбекистан имеют громадный потенциал для активизации взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов, строительства социальных объектов на территории стран, связи в транспортно-коммуникационных сферах, расширения торгово-экономического сектора между двумя государствами. Другими важными темами встречи были вопросы расширения культурно-гуманитарных связей и проведения систематических культурных мероприятий с участием деятелей культуры и искусства двух стран. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в столице Туркменистана, городе Ашхабаде, в контексте очередного заседания Совета глав государств, участников Содружества независимых государств, встретился с президентом Кыргызской республики Сооронбаем Жээнбековым. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы сотрудничества, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, а также другие темы. Таджикистан и Кыргызстан имеют общую границу. Стороны обменялись мнениями относительно скорейшего решения вопросов, связанных с государственной границей. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан с опорой на традиции дружбы и добрососедства является сторонником развития взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном. Была выражена уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать решению актуальных вопросов, в том числе по продвижению переговоров по демаркации государственной границы. На этой основе было предложено подписать согласованный межгосударственный проект соглашения о государственной границе Таджикистана и Кыргызстана с целью укрепления правовых основ многолетней деятельности совместной комиссии. На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Уважаемые телезрители, мы продолжаем выпуск. По предложению председателя Организационного комитета по проведению празднования 5500-летия города Саразма, премьер-министр Республики Таджикистан, уважаемого Кохира Расулзода, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выбрал юбилейный символ этого грандиозного мероприятия. Символ, изготовленный союзами художников и дизайнеров республики, был обсужден с участием специалистов Академии наук и Министерства культуры в секторе помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связи с общественностью. Символ 5500-летия древнего Саразма, одного из важнейших политических и культурных центров в истории наших предков, имеет округлую форму.
На нем изображены детали, свидетельствующие, что наши предки были искусными земледельцами, ремесленниками и занимались градостроительством. На двух сторонах символа слово «Саразм» обозначено на таджикском и английском языках, а дата зарождения города 5500-летия отображена цифрами. 20-угольная золотая находка, являющаяся результатом последних раскопок в Саразме, изображена в центре этого символа. И в середине этой находки изображены древние стены Саразма, построенные из глины. Сама же эта находка изготовлена с высоким ювелирным мастерством и олицетворяет небесное светило. Круглая зеленая цепь указывает на безупречную синеву неба и олицетворяет атмосферу мира и спокойствия. Если 12 углов этой находки есть намек на 12 вершин небосвода или 12 месяцев года, то создание ее в треугольной форме есть символ жизнетворных лучей солнца. Продолжительные исследования археологов мира на раскопках Саразма свидетельствуют о том, что одним из сакральных обычаев арийцев, в том числе жителей Саразма, было почитание и преклонение перед небесным светилом. Все детали и знаки этого символа отражают древнюю историю Саразма и являются вестниками славы независимого Таджикистана. Министерство и ведомства, организации и учреждения, исполнительные органы государственной власти, областей, городов и районов, средства массовой информации могут широко использовать в качестве образца символ юбилея Саразма, который размещен на сайте президента Республики Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были все те главные новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.